Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Юлия Младенцева. Да, мы рады вас приветствовать и рады принимать участие в конференции и делиться своим опытом. Мы разбили наше выступление на два блока, поэтому сейчас я вам расскажу о проектах, которые мы реализуем, а Юлия поделится техническими моментами какими-то. Библиотеки развиваются и расширяют сферу партнерства в самых разных направлениях, и не случайно здесь. Прежде всего мы хотели рассказать об опыте библиотек Коломны и о сотрудничестве с бизнес-сообществом, которым она обрастает в последние несколько лет. Важно отметить, что библиотеки выступают экспертами и держателями неких акций, которые могут быть полезны бизнесу. У них налажена связь с сообществом, и они могут работать с населением. И особое умение и опыт библиотек – это умение проводить массовые просветительские мероприятия. Чем же библиотеки могут быть полезны? Прежде всего, то, что давно принято в работу у библиотек, во многих сферах бизнеса только-только начинает использоваться в бизнес-среде. Например, давно и общепринятый формат мастер-классов был на ура принят сообществом «Пятерочки» и центрами добрососедства. Но об этом я расскажу чуть позже. Расскажу про первый прецедентный случай сотрудничества. Это ПТП, торгово-производственное предприятие «Фомальгаут», о котором я уже рассказывала в прошлом году на форуме «Библионеформат». С ними мы сделали проект по профориентации молодежи, курс по развитию надпрофессиональных навыков в ProfiSkills. Прежде всего мы обратили внимание на миссию компании, на то, что им нужны были узкопрофильные специалисты с широким диапазоном надпрофессиональных навыков. И создали курс соответствующей тематики. Благодаря этой инициативе партнеры подарили библиотеке оборудование на 150 тысяч рублей, а у работодателя появилась прогретая аудитория потенциальных соискателей. А студенты получили актуальные навыки и открыли библиотеку как центр, как третью точку, где они могут проводить время и где современное пространство, где можно полезно проводить досуг. Опытом реализации этого проекта мы поделились в современной библиотеке журнале и в журнале «Библиополе». Следующий проект, который открыл нам широкие возможности для сотрудничества, это проект «Эмоциональная карта Коломны», на который мы выиграли грантовый конкурс по ФКИ в 2021 году и который занял второе место во всероссийском конкурсе на лучший молодежный библиотечный проект. Это интерактивная карта, которая позволяет в доступной форме ознакомиться с достопримечательностями, городскими настроениями, общественным мнением и самоидентичностью горожан. В рамках этого проекта была подготовлена серия из 10 парфюмов, которые были вдохновлены городскими локациями совместно с библиотекой ароматов. Благодаря этому проекту наша библиотечная система получает доход от продаж ароматов. Наши партнеры перечисляют процент от покупок нашей серии. Кроме того, благодаря эмоциональной карте мы могли и дальше расширять партнерскую сеть. Мы предлагали рекламу на сайте проекта и совместные креативные форматы работы. Примером такого сотрудничества стал квест для распечатки и самостоятельного прохождения «Кто съел Кремль» для пряничной арт-станции «10 зайцев». Квест заканчивается прямо у дверей нашего партнера, и если участники квеста прошли все задания и правильно заполнили все графы, они могут рассчитывать на какую-то приятную мелочь при предъявлении бланка ответов. Кроме того, мы сотрудничаем с гостиницей отелем «40-й Меридиан». Это сотрудничество стало основой для создания проекта «Плавучая библиотека» и улучшило сервис наших партнеров. У гостиницы есть дополнительная услуга. Клиенты могут заселиться и принять участие в прогулке на речном теплоходе по Москве-реке. Но особенность этой прогулки в том, что виды, открывающиеся из речного трамвайчика, довольно однообразны, потому что берег покрывают леса, и все 1,5 часа наши прогульщики наблюдают
довольно однообразный вид, и внимание удерживается первые 15 минут, а многие отправляются в эту прогулку с детьми, полными семьями. Естественно, детям сразу становится скучно, начинается мам, пап, поныть, попить. И мы заметили, что у теплохода практически не задействована нижняя палуба, которая она закрыта, она безопасна и к тому же оборудована мебелью. Специалисты библиотек разработали несколько тематических маршрутов, книжные выставки и краеведческие подборки. Это арт-маршрут с мастер-классами, коломенское путешествие Петра I с краеведческими авторскими играми и творческий метод Королева. Это игровой мастер-класс по развитию писательского мастерства и воображения. Эти разработки мы предложили партнерам. Но стоит отметить, что практика была очень хорошо встречена отдыхающими, очень востребована, особенно у детей, и позволила каждый рейс проводить платно в рамках платных услуг. За прошлый год мы заработали порядка 7 тысяч, а в этом году мы ожидаем доход порядка 30. В 2023 году библиотека начала партнерство с торговой сетью «Пятерочка» в рамках проекта «Центры местных сообществ». Специалисты библиотеки заметили, что торговая сеть предполагает взаимодействие с населением, у них активная социальная миссия, что очень близко по духу библиотеки и библиотечному сообществу. Мы заключили с ним партнерское соглашение, что позволило проводить на их базе внестационарные мероприятия, участвовать в конкурсах и микрогрантах от сети «Пятерочка» и создать проект «Библиотека вкусов» по рецептам, собранными у коломенцев. По вот этим рецептам вышел небольшой сборничек с рецептами, которые мы также разместили на витринах в «Пятерочках». То есть коломенцы могут прийти в точку торговой сети и познакомиться с рецептами, собранными у горожан. Следующий проект – это проект «Электромай», который мы провели совместно с диджей-клубом «Искра». Он также стал прецедентным для библиотек Коломны. Это первый случай, когда библиотека выступала проводником между сообществом и бизнесом и организатором массового мероприятия в городских пространствах. Мы много очень работаем с молодежью и обратили внимание, как много в их жизни занимает место музыка и все, что с ней связано. Работая с молодежью, мы спросили просто, как вы проводите время в городе. Они ответили, что они приходят туда, где можно посидеть, послушать музыку. Тогда мы загорелись идеей, как использовать это желание быть в такой музыкальной среде, и нашли наставников-диджеев, которые имели потребность обучать. Но они, в свою очередь, не имели времени, не имели навыков или желания заниматься организацией. А библиотека взяла на себя эту функцию организатора и совместила интересы молодежи и наставников. Весь май в библиотеке проходило обучение диджеингу, а выпускное мероприятие было проведено в рамках библионочи на набережной реки Коломенки. Это место было отреставрировано в этом году. Это прекрасный спуск к воде с фонтанами, с великолепной подсветкой у храма Михаила Архангела, но оно пока такое красивое, но простаивало, так как там не было никакого событийного наполнения. Это тот случай, когда время, место и потребности общества совпали. Горожане отлично восприняли инициативу проведения этого мероприятия. То есть диджейские сеты, атмосфера праздника, красивая подсветка, красивые виды, красивое место. Это все в совокупности позволило пространству заработать и стать точкой притяжения. Кроме того, интересные перспективы и возможности открывает сотрудничество с довольно неожиданными для библиотек партнерами. В этом году мы заключили соглашение с Коломенским аграрным колледжем и с Российским союзом сельской молодежи в рамках грантового проекта «Мячковский луг. Возвращение домой», который мы также реализуем совместно с Президентским фондом культурных инициатив. Для библиотеки это стало возможностью выходить на нестандартные площадки.
Это всероссийские агрономические форумы, конференции, где появляется возможность пообщаться с фермерами, владельцами агрохолдингов, презентовать свой проект, инициативу по возрождению исторического сорта мячковского лука, на который как раз-таки направлен наш проект. Мы участвовали в качестве полноправных партнеров на работе конференции посвященной агротуризму и сельскохозяйственной продукции, и презентовали свой проект, который был горячо встречен аудиторией, который близко именно это направление. А сейчас я передаю слово Юлии. Мы меняемся. Я уточню, потому что я параллельно заходила в чат. Может быть, я еще раз попробую включить видео, если вы мне позволите. Тайминг нам позволяет. Я попробую включить презентацию. Я отвечаю за такой блок. Я бы хотела быть максимально коллегам полезна. Не хотелось бы совсем до конца быть в режиме говорящей головы. Хотелось бы пообщаться, потому что есть коллеги, у которых также есть опыт партнерства. И я поделюсь теми наработками, которые нам позволили за достаточно короткий период времени библиотекам Коломны обрасти партнерами. Вот эта история одной фотографии. Эта фотография была сделана в октябре 2021 года. Так я отмечала первый наш партнерский проект. Вот Жозефина Павловна, по-моему, Татьяна рассказывала в прошлом году. Это такой таракан, который стал маскотом проекта с ProfiSkills. И Таня не сказала, на самом деле, очень важного с этим проектом связанное. То, что, во-первых, изначально к нам обратилась компания Фомальгаут, которая занимается производством сырья для кормов животных, то есть вообще никакого отношения к библиотеке не имеющим. И они сказали, что мы занимаемся благотворительностью, мы хотим вам помочь. И на тот момент директор нашей организации, когда я рассказала об этой инициативе Фомальгаут, она сказала: нет, мы пробуем быть партнерами, то есть мы пробуем поменяться ресурсами. И тогда к сотруднику компании я обратилась и сказала: дайте нам шанс, мы хотим создать для вас проект. И за что мы благодарны, они отнеслись, то есть они сразу нас восприняли серьезно, нам дали бриф, нас ограничили условиями, потому что компании нужна была очень определенная узкопрофильная целевая аудитория. То есть это ребята, обучающиеся на ветеринарном отделении, которые действительно потом могли бы работать в этой компании. И, собственно, вот про сам проект Татьяна рассказывала, возможно, запись есть, но именно после того, как мы презентовали этот проект, это вот день презентации, наверное, тогда у нас появились крылья, и мы тогда поняли, что библиотека действительно может быть полноправным партнером для бизнеса. Если говорить о партнерстве, мне очень понравилась фраза, которую я услышала во время того, как была на конференции в Санкт-Петербурге, организованной «Пятерочкой» совместно с благотворительным фондом «Хорошие люди» и «Добрый город Петербург», посвященной устойчивому развитию. И там прозвучала такая фраза, что партнерство – это взаимообмен ресурсами. И мне она очень приглянулась. И вообще, когда я готовила эту презентацию, я почему-то, очень у меня сильная метафора была. Помните вот этот мультик «Падал прошлогодний снег», вот этот мужик, который уж послала, так послала. И зачастую сейчас сотрудники, которые занимаются поиском партнеров, которые занимаются созданием проектов, они иногда, как я себя иногда ощущаю, вот этим мужиком, который должен найти елочку и без нее не вернуться. И прежде чем поменяться ресурсами, очень важно вообще осознать, какие ресурсы есть у библиотеки. Я иногда люблю просматривать грантовые заявки, причем разные, и те, которые получили, например, поддержку у Президентского фонда культурных инициатив, и те, которые не получили. И часто встречаюсь с такой, скажем так, ошибкой, очень часто у муниципальных организаций, когда не ставится финансирование по нулям. И для меня это показатель, что, наверное, сотрудники не совсем адекватно оценивают те ресурсы, которыми они располагают. И важно, прежде чем
начать поиск партнеров, что-то предлагать, какие-то проекты партнерские, важно понимать, какие ресурсы есть в вашей библиотеке. Мы даже на метод объединения сотрудников заведующим давали задание, чтобы они вот такой некий ревизию своих ресурсов провели. Ну вот что я вывела у библиотек, возможно, у кого-то это откликнется, возможно, кто-то найдет, дополнит этот список, буду рада, если напишите в чате. А что есть у библиотек? У библиотек есть бесплатные пространства. То есть мы все-таки, у нас разные библиотеки, разные пространства, есть модельные библиотеки, есть маленькие библиотеки в селе, но тем не менее есть пространство, куда мы так или иначе можем людей привести. Библиотеки работают на городских площадках. Ну, вот именно библиотеки Коломны профессионально работают на городских площадках, на всех городских праздниках, и на самом деле ничего за это не платят. Например, тот же фестиваль «Антоновские яблоки», где мы участвуем на постоянной основе, то есть в том числе, например, для каких-то организаций вход на это мероприятие как участников может быть платным. Мы за это не платим. Естественно, что я считаю одной из самых важных, это доступ к источникам информации, умение правильно работать с информацией, умение структурировать информацию. То есть у нас есть сотрудники, которые все-таки профессионалы в этой сфере. Есть прямая коммуникация с администрацией города. Зачастую люди хотят, у них есть какие-то инициативы, они хотят их реализовывать, но их просто пугает вот эта муниципальная такая история, когда надо кому-то написать на правильный адрес заявление или какое-то обращение. А библиотеки это знают. Например, вот Татьяна вам рассказывала про пространство, про наш проект с творческим объединением «Искра». Там же вот фотографию, надеюсь, видно частично. У ребят была инициатива. Мы хотели, чтобы в библиотеке появилась школа диджеинга, а ребята мечтали отыграть диджей-сет. Но просто творческое объединение, им было некогда, они не хотели, их пугало вот это волокита, связанное с согласованием мероприятий, с добавлением в план. Вот. И библиотека рискнула, мы взяли на себя вот эту ответственность, мы провели это мероприятие в рамках библионочи, и на самом деле буквально за неделю его организовали, и то, что мы получили по итогу, конечно, мы очень были довольны, потому что на площадке объединились горожане разных возрастов, разных интересов, ну, в общем-то, что для библиотеки всегда важно. Что еще? Библиотеки все работают с местными сообществами. Мы работаем... Ну, библиотека, мне кажется, это такая площадка, которая так или иначе объединяет разные сообщества, разные возрастные сообщества, кружки по интересам, краеведческие кружки, возрастные объединения. То есть на самом деле сейчас общая бизнес-тенденция в бизнесе, что они хотят работать с сообществами, они их иногда ищут и для того, чтобы решить какие-то свои задачи. И библиотека, в общем-то, как является хранителем акций, мы знаем, где эти сообщества найти. Прозрачная отчетность – это тоже, на мой взгляд, большое достоинство. Мы всегда можем подтвердить любое мероприятие, мы можем подтвердить, сколько человек у нас было, мы можем даже документально это все предоставить, написать отчет сотрудникам. Мы знаем посещение, сколько человек посещает библиотеку. Это все цифры открытые, прозрачные, и на самом деле с точки зрения выстраивания партнерских отношений это очень важно. Ну и у библиотек, конкретно Коломны, большое достоинство – это развитая система. Мы большая система. У нас 17 филиалов и 26 отделов. Мы, как я называю это, как паучки, охватываем весь город и городской округ, и захватываем еще соседнего города Озера, который тоже является частью городского округа Коломны. И, например, когда я готовила предложение одному из партнеров, я посчитала суммарное количество подписчиков в социальных сетях ВКонтакте, и у меня получилась цифра больше 11 тысяч. То есть у какого-то филиала 200 тысяч подписчиков ВКонтакте, у какого-то 3 тысячи подписчиков, а суммарно получилась очень большая цифра. И, так сказать, словами классика, если я весь такой из себя купец, зачем мне худая жена? Зачем же библиотекам
сотрудничать, я выделила для себя следующие пункты. Что же нам нужно? Ну, естественно, это материалы и оборудование для работы. Причем это не то, что мы не можем себе купить, но зачастую мы развиваемся быстрее, какие-то креативные идеи появляются быстрее, чем работает закупка, потому что иногда что-то закупить это сложно, долго, проходит ряд согласований, а нужно прямо сейчас. Так, например, у нас получилось совместно с Центром местных сообществ, у нас появилась идея школы диджеинга, и мы очень хотели провести для маленьких ребят какую-то интерактивную площадку создать, где они также будут знакомиться с музыкой. И появилась идея закупить оборудование плейтроника. Это музыкальный конструктор, который подключается к овощам, детки нажимают на овощи и так знакомятся с музыкой. И благодаря тому, что мы получили поддержку микрогранта, мы это оборудование смогли закупить, и теперь у нас, в том числе городские площадки, иногда выглядят очень ярко, громко, музыкально, и мы даже встраиваем туда песенки, ставим песенки из произведений, в общем, новый такой формат работы, в том числе и с книгой. Нам нужны новые книги. То есть какой библиотекарь откажется от новой книги? То есть, опять же, есть закупки книг, они разные в разных системах, с разной скоростью, но всегда хочется больше. И в том числе хочется издавать свои книги. И в том числе бизнес, он может помочь. У нас есть планы, которые нам надо выполнять. Это муниципальное задание, Пушкинская карта, платная деятельность. То есть это все планы, которые мы должны выполнить. Ну и, естественно, расширение аудитории читателей и посетителей, потому что когда мы работали в «Пятерочке», которая находится в 300 метрах от библиотеки, когда мы вставали впервые, я специально спрашивала у людей, знают ли они, где находится библиотека. И 80% людей мне говорили, что нет, хотя мы находимся в 300 метрах друг от друга. И появление новых площадок – это как раз возможность сказать о том, что да, библиотеки живы, библиотеки развиваются, библиотеки работают в ногу со временем. Как понять, что нужно бизнесу? Как строим стратегию мы? Ну, во-первых, действительно можно изучить отзывы. Я очень люблю негативные отзывы, потому что часто конструктива в них гораздо больше, потому что люди очень подробно пишут, что им не нравится. И на это можно опираться и выстраивать предложения для партнера. Ну, например, я вот сделала скрины отзывов о поездка как раз на теплоходике 40-го меридиана. Естественно, можно ознакомиться с повесткой, с целями, которые доступны на сайте, и плюс пообщаться с сотрудниками, которые там работают. Ну, в маленьких городах это вообще несложно делать, потому что, как правило, сарафан, кто-то у кого-то знакомый где-то работает, можно спросить. И третье – это побыть пользователем и довериться своей интуиции. Как, например, вот у нас произошло с Центром местного сообщества. Я специально сделала скрин сообщения от директора. Наш директор пошла в магазин во время обеда и увидела объявление о том, что «Пятерочка» открыта для сотрудничества. И дала мне указание связаться с кураторами. И я честно говорю, что я не понимала, как вообще библиотека может сотрудничать с магазином. Меня это пугало, но вот, как говорится, уж послала, так послала. Мы связались, и оказалось, что у нас совпадают и взгляды, совпадают подход, что то, что выполняет библиотека, очень отзывается «Пятерочки», и так у нас получился... Теперь мы стейкхолдеры проекта Центра местных сообществ. Кстати, если кому-то будет интересно узнать подробнее, можете мне написать, я скину ссылку, и вы можете проверить, работает ли этот проект в вашем регионе. После того, как мы провели собственную ревизию, поняли то, что мы хотим получить, мы выходим на этап переговоров и заключения партнерского соглашения. И очень важно сформулировать четкое предложение, которое включает описание сути вашей идеи,
очень конкретные цели, задачи, сроки и что получит каждая из сторон по итогу. Я получала обратную связь от как раз творческого объединения «Искра» после того, как мы вместе провели вот этот диджей-сет на Михайловской набережной. На ребят посыпалось огромное количество предложений от разных организаций о сотрудничестве, но при этом ничего не произошло, то есть сотрудничество не случилось. И когда я спросила у руководителя объединения, вот почему так, он сказал, что мы были единственные, которые пришли вполне с конкретным предложением. То есть мы описали целевую аудиторию, мы описали, что мы хотим, они в ответ сказали, что им бы хотелось тоже, мы сказали, да, мы можем это выполнить, и так у нас получилось партнерство. То есть если вы просто звоните и говорите, давайте с вами посотрудничаем, вам даже, может быть, скажут, давайте, но так как нет конкретного предложения, то и дальнейших движений не будет. Я в презентацию вложила, то есть реальные предложения, которые я отправляла. Презентация будет доступна у организаторов, и если кому-то интересно, можете посмотреть, ознакомиться, может быть, это будет вам полезно. С какими сложностями можно столкнуться? То есть не все так гладко. Первое – это, естественно, отказы. Но у меня такая мантра, что пошлют, пойдем, адрес знаем. То есть мы ничего в любом случае не теряем. Ну, вы можете для себя придумать какую-то такую фразу, которая немножко будет снижать вот этот страх негативного отказа. И иногда бывает такое, что сначала отказывают, но потом возвращаются, да, потому что, ну, по разным причинам отказывают. Не актуально, нет времени, ресурсов, желания. Еще важный момент, что не все идеи воплощаются. Даже иногда бывает, что много, то есть если говорить о тех идеях, которые у нас есть, которые мы генерируем, их гораздо больше, чем воплощается. И нужно понимать, что так бывает, что некоторые идеи, они не доходят до своего финала, ну, по каким-то разным причинам. Ну, можно провести ревизию и понять, в чем дело. В процессе воплощения инициативы могут измениться. Это тоже нормально, важно быть гибким, меняться, подстраиваться и, в общем, иногда приводит туда даже еще лучше, где не ожидал. И один из важных моментов для меня – это то, что даже самая гениальная идея, она может умереть на этапе исполнения. Вы можете быть гениальным проектировщиком, вы можете встретиться с гениальным владельцем бизнеса, но есть люди, которые выполняют эту идею. То есть это библиотекари, это, может быть, какие-то кассиры или кто-то, исполнители со стороны вашего партнера. И если они не понимают до конца, что у вас за идея, что у вас за проект, если они также не горят, если нет мотивации разной, то, к сожалению, проект может умереть, какой бы гениальной идея ни была. Поэтому вдохновляйте библиотекарей или сотрудников с другой стороны, партнера. Это тоже очень важно. Ну и вот я сразу вспомнила, что, в общем-то, как в этом мультике, он еще раз ходил за елочкой, еще раз ходил за елочкой и даже принес, но дело было весной. Спасибо за внимание. Готова ответить на вопросы. Здесь наши основные контакты, мои с Татьяной контакты. Если будут какие-то конкретные вопросы, можно написать. Мы на все всегда готовы ответить, подсказать.